оскорбляют чувства мусульман. Граждане всех стран Центральной Азии высказались против такого поведения. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Министерство иностранных дел Таджикистана осудило акции с осквернением Корана, которые прошли в Швеции и Дании. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что осквернение священного Корана является оскорблением чувств всех мусульман мира и сеет раздор в обществе, провоцируя межрелигиозный конфликт. МИД отметил, что Таджикистан осуждает любое проявление нетерпимости, экстремизма и терроризма, враждебности, войны и конфликтов и всегда выступает за конструктивный диалог цивилизаций. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Швеции и Дании акты сожжения Корана непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами. По мнению Токаева, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного существования государства и религии. Президент Казахстана считает, что свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная ассамблея ООН. Также в различных социальных сетях и в интернете на различных площадках граждане со всех стран Центральной Азии, включая Туркменистан, высказались против такого поведения и считают, что люди, которые это сделали, должны быть наказаны. Отношения Швеции с некоторыми мусульманскими странами серьезно ухудшилось после того, как 28 июня, в первый день праздника Иди Аль-Адха или Иди Курбон, беженец из Ирака, 37-летний Салван Мамика, провел акцию с сожжением Корана на площади в центре Стокгольма. По данным шведских СМИ, один из участников акции потоптался на экземпляре Корана, а затем, отвернувшись от собравшихся людей и камер, вместе с другим участником попытался поджечь книгу, однако она не загорелась. В ночь на 20 июля сотни протестующих в Багдаде ворвались в здание шведской и устроили поджог после того, как полиция Швеции разрешила провести новую акцию с сожжением священного Корана у посольства Ирака в Стокгольме. Власти Ирака объявили посла Швеции в Багдаде персоной нон-грата и уведомили Стокгольм о разрыве отношений в случае повторения акции с сожжением Корана. 24 июля в Копенгагене двое членов ультранационалистической группировки «Датские патриоты» сожгли священную книгу мусульман перед зданием посольства Ирака. МИД Дании назвал сжигание Корана глупостью и кощунством и осудил националистов, но отметил, что само по себе сжигание религиозной литературы не является преступлением по датским законам. Ранее власти Швеции заявляли, что считают осквернение священной книги мусульман свободой слова, которая закреплена в Конституции страны. Многие лидеры различных стран, в которых преобладает мусульманская вера, высказались против такого поведения и требуют, чтобы международные организации отреагировали на это, ведь никто не имеет права осквернять другую религию. Вы согласны? Как вы относитесь к такому? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!